Наша служба занятости была создана в 2002 году как, в общем-то, общественная организация приказом декана факультета. Ну вот с 2002 года мы работаем, развиваемся, но в общем в основном силами студентов, наших аспирантов, потому что штатных сотрудников у нас в центре нет. Конечно, сложности как раз в том, что наш центр не организован как структурное подразделение факультета. Это решило бы очень многие вопросы, потому что выделение помещения для работы центра, выделение штатных сотрудников, оборудования. Все эти вопросы сейчас не решены на факультете. Служба занятости МГУ, она создана приказом министерства, то есть по приказу министерства создана служба занятости или центры карьеры университетов. Но внутри университетов, на факультетах, которые и по количеству обучающихся студентов могут быть очень большими, как наш факультет, 2500 студентов одновременно обучается, так и по направлениям, что ли, деятельности по трудоустройству. Все факультеты очень разные, поэтому было бы актуально создание служб занятости или центров карьеры на факультетах в крупных университетах. Но, к сожалению, такого приказа ректора нет, поэтому на каждом факультете либо работают такие центры карьеры, подобные нашему, либо не работают. Все это зависит от того, насколько руководство факультета считает это необходимым. Мы организуем, наверное, все то, что организуют и другие центры карьеры, то есть мы проводим ярмарку вакансий, она достаточно известна, мы ее проводим. Вот проводили сейчас в ноябре уже в 7-й раз. Один раз в год мы ее проводим с 2003 года. Отличается она тем, что она является открытой для студентов и выпускников технических и, естественно, научных специальностей. То есть мы приглашаем на ярмарку вакансий и студентов МИХМАТа, студентов ВМК, других естественных факультетов МГУ. И проводим большую рекламную кампанию, приглашая студентов технических вузов МИФИ, МФТИ, Бауманского института, МАИ и так далее. Они все к нам приходят, у нас бывает достаточно много работодателей, и мы обязательно проводим большое количество тренингов, мастер-классов, семинаров вот на этой ярмарке вакансий, которые помогают студентам, тем, кто приходит к нам на ярмарку, сориентироваться и на рынке труда, и узнать что-то новое о технологиях трудоустройства. И еще обязательная составляющая нашей ярмарки вакансий – это профориентационное тестирование и консультации психологов. Компьютерное профориентационное тестирование у нас проводит Центр тестирования МГУ. Приходят психологи, они проводят тестирование на компьютерах и потом консультируют студентов. Мы проводим также презентации компании, но в последнее время это больше все-таки не презентация, а либо тематические семинары, либо это мастер-классы, либо какие-то тренинги. Проводим, конечно, только те, которые нам предлагают компании. И, наверное, основная наша работа, и я считаю это наиболее важным для центров карьеры, это ведение сайта. Сайт Физкарьер.ру, как сайт службы занятости физического факультета МГУ, на самом деле сейчас стал уже общим информационным порталом для студентов и выпускников технических и естественно-научных специальностей. Там есть и большая база резюме, там почти 7000 адресатов подписаны на нашу рассылку, которая постоянно выходит, и из которой, в общем, все подписчики могут узнать все новости о рынке труда и те вакансии, которые предлагают для технических специалистов и для специалистов с естественно-научным образованием. Сайт мы стараемся развивать всеми силами, насколько это возможно. Наш сайт был отмечен правительством Москвы. В августе-сентябре проводился конкурс. Правительство Москвы проводило конкурс трудоустройства в интернет. Там было отобрано
52 сайта для конкурса, и 6 сайтов были награждены в 2 номинациях. И вот сайт Физкарьер.ру был награжден в номинации «Лучшая техническая реализация проекта». Это, в общем, наши успехи, и, собственно, может быть, даже предвосхищая вопрос пожеланий, да, для центров карьеры, собственно, это пожелания работодателей, с которыми мы постоянно общаемся и которых хорошо знаем за эти годы. Уже у нас много друзей, можно сказать, среди работодателей. Пожелания работодателей – это чтобы в каждом центре карьеры был свой интернет-портал. Ну, трудоустройство, в общем-то, особенно молодежи в последнее время в основном переходит в интернет. Это основной источник, вот мы проводили и опросы студентов, основной источник поиска работы – это интернет. Поэтому развитие сайта – это, в общем, основная работа, наверное, центра карьеры. Ну, в ближайшее время, если кто-то еще не успел сделать хороший сайт. Сейчас такой информации достаточно много. И если студент хочет узнать, куда его могут взять и на какую зарплату, он это легко может сделать. Другое дело, что до поры до времени эти вопросы просто не интересуют студента. И, конечно, если говорить об общей массе, то зарплатные ожидания иногда бывают просто очень странные. Мы на самом деле о принципах особо не задумывались и их не прописывали, но они, наверное, существуют все-таки. Пожалуй, первый принцип – это уважение интересов студентов и работодателей. То есть мы, в общем-то, посредники между нашими студентами и работодателями, теми работодателями, которым интересны наши студенты. То есть мы помогаем студентам найти хорошую работу, а работодателям, соответственно, найти хороших сотрудников. Второй, наверное, принцип вот нашей службы занятости – это открытость. То есть мы открыты для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. Мы стараемся все предложения, исходящие от работодателей, удовлетворить настолько, насколько вот это возможно. У нас нет такого, что мы делаем только это и больше ничего. Если есть какие-то интересные предложения, мы их реализуем. Ну и третий принцип, мне кажется, он довольно важный, потому что это часто обсуждается и на круглых столах. Что должен делать центр карьеры? Он должен трудоустраивать своих студентов или не должен? Вот мы считаем, что трудоустраивать студентов не надо. Они не инвалиды, они не люди предпенсионного возраста, которым нужна социальная защита и у которых проблемы с поиском работы. У молодых специалистов много конкурентных преимуществ перед фактически всеми возрастными группами людей работающих. И вот эти вот конкурентные преимущества, их надо развивать. То есть мы считаем, что молодых специалистов, студентов нужно и ориентировать на рынке труда, чтобы они понимали, куда они могут пойти работать, где могут приложить свои силы. И их нужно обучать технологиям успешного трудоустройства. Вот те мастер-классы, которые проходят на ярмарках вакансий с темами, как написать резюме, как пройти собеседование, что такое ассессмент-центр в компании, всевозможные тестирования всяких навыков, все это собирает самое большое количество слушателей. То есть это студентам важно, это интересно. И в московских вузах, насколько я знаю, практически нет курсов, включенных в учебный план, курсов по технологиям успешного трудоустройства. Пожалуй, это следующий шаг, который должен быть, ну, и должен быть инициирован, наверное, центрами карьеры у себя в вузах. Это создание таких учебных курсов, ну, не знаю, может быть, не с первого курса, может быть, с третьего или с четвертого, когда студентов будут учить правильному поиску работы. И тогда многие проблемы будут сняты, потому что все-таки трудоустраивать неправильно. Человек должен сам решить, что ему интересно, сам определиться с местом работы, сделать свой выбор.
тогда он будет за этот выбор отвечать. Потому что, ну, если центр карьеры направляет студента куда-то, его там берут, то он с большой вероятностью вернется и скажет, что куда вы меня направили, мне там было неинтересно. А если он сделает выбор сам, уже ни на кого он не пожалуется.